В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профобразования «Мастер года» прошел в городе Курске в сентябре прошлого года. За 5 лет конкурс стал площадкой для популяризации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик. Победителем юбилейного конкурса «Мастер года-2025» стал Михаил Иванов, преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа Ямало-Ненецкий автономный округ. Сегодня Михаил у нас в гостях. Михаил Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы вот впервые посещаете Якутию. Расскажите о своих впечатлениях в первую очередь на сегодня. На самом деле, действительно, первый раз в вашем регионе и Якутии меня встретило очень тепло. На подлете к Якутску небо озарило северное сияние. На самом деле, северное сияние я вижу довольно часто, но сам с Ямала, но именно из-за борта самолета первый раз. Ну а люди как раз очень теплые, причем погода даже хорошая, теплая, приятная, не сильно холодно. Расскажите о цели своего визита немножко нас. Январское совещание педагогов, вот меня пригласили в качестве эксперта. Мы проводим несколько сессий для молодых педагогов республики. Действительно важно для того, чтобы развивать среднее профобразование в Якутии. А что будете рассказывать и выступать? Как готовились? Опыт участия в конкурсе «Мастер года», конечно же, это колоссальный такой инструмент для поддержки системы среднего профобразования. Потому что в конкурсе ваши педагоги участвуют очень успешно. Мы с финалистом с вашего региона встретились, познакомились в Курске, и получилось у нас такое теплое общение, доверительное, стали друзьями. Вот вы являетесь не только победителем конкурса «Мастер года», но и вы советник министра просвещения Российской Федерации, да, и можете рассказать, что входит вот в ваш функционал именно вот по этому направлению? Основные задачи и функции — это, конечно же, выявление успешных практик регионального значения, конечно же, выявление педагогов, которые могут улучшить систему профобразования России. Ну и в целом это такая полномерная, плодотворная работа над развитием всей системы. И, конечно же, для чего мы это делаем? Для того, чтобы специалисты, которые готовят систему профобразования, стали лучшими. Может, поделитесь секретами? Может быть, в чем такая вот изюминка преподавания, вот на ваш взгляд, допустим? Вообще современный педагог, он должен быть драйвером развития не только своего, но и тех воспитанников, которые он обучает. Именно педагог — это самое начало будущего. Для этого, конечно же, нужно повышать свои компетенции, становиться лучшим с каждым днем. Вот победа на всероссийском конкурсе дала вам возможность посетить много городов России, да? И поделитесь, пожалуйста, опытом с коллегами, как вообще у вас на практике это прошло, да? И какие ваши поездки были вам наиболее запоминающимися? И какой перечень городов хотелось бы узнать? Поездки — это довольно частое сейчас, что встречается в моей жизни. Якутия — это 34-й регион, который я посетил в рамках рабочих визитов, в том числе и подготовки к конкурсу. Конечно же, каждая поездка, она уникальная, потому что у нас огромная страна, огромное количество уникальных практик. Но вот что запоминается особенно, это регионы с уникальной культурными особенностями. В том числе Чеченская республика, Владикавказ, вот мы были там недавно. Конечно же, это регион, который удивляет своей уникальностью. И северные регионы нашей страны — это те регионы, у которых огромный потенциал. А дальше куда-то еще планируете или не заканчивается на этом? Год только начался, поэтому, да, уверен, будет огромное количество поездок. Я вот для себя ставлю цель посетить все регионы нашей страны. Что насчет вот Якутии, да, вот это национальная республика, так как вы сказали, что вы уже в похожих были, вот как вы думаете, в чем вот изюминка и на что нужно обратить внимание вот конкретно в таких регионах, например? В первую очередь это этнокультурное развитие. Вот я как педагог, который представляет направление туризма и гостеприимства, вижу огромную схожесть с моим родным регионом, с Ямалом. У нас очень хорошо развивается направление этнокультурного туризма, и действительно те задачи и возможности, и те потенциалы, которые есть у Якутии, они огромные.
огромная машина педагогического мастерства работает в Якутии, больше 40 колледжей в республике. Конечно же, это огромный потенциал для роста и возможности для всей системы в целом. Но для этого нужно повышать количество педагогов и усиливать их квалификации. Несомненно, потенциал педагогов великий, но я думаю, что есть куда стремиться. В принципе, это касается всех регионов, поэтому нету предела совершенства. А можете какой-то пример привести из вашей практики, да, вот именно по вашему направлению туризма и гостеприимства, что вы можете, например, в пример привести вот в Якутии, например, сделать то же самое, может быть? Или что такое вот может интересное? На самом деле, вот у нас на Ямале совсем скоро открывается горно-туристский кластер, и под эту задачу мы запустили первый на Ямале федеральный проект «Профессионалитет» в нашем Ямальском многопрофильном колледже. И вот это стало таким драйвером для того, чтобы мы повышали свои компетенции как педагоги, участвовали в конкурсах и тем самым передавали свои новые знания и полученный опыт подрастающему поколению. А может, в планах что-то есть еще такое интересное, что поделиться сможете? Ну вот сейчас лично я развиваю локальные проекты на Ямале, в том числе мой проект «Больше, чем Ямал», он направлен на популяризацию пешего туризма в таких арктических регионах. Вот, возможно, этот опыт тоже можно перенять. Вот давайте вспомним, как проходил финал конкурса «Мастер года», что входило в конкурсные этапы, как он проходил, сам конкурс. Конкурсные дни были очень плотными, насыщенными, интересными, с увлекательной культурной программой. Было 3 конкурсных испытания. Первое, самое главное, на мой взгляд, это открытый урок, где нужно за 45 минут показать свое педагогическое мастерство и умело управлять процессом. Второе конкурсное испытание — это конкурс образовательных кейсов, где нужно показать свой опыт как управленца, как решать разные педагогические задачи. И третий этап — это для тех людей, которые вошли в число лучших, в десятку призеров конкурса. Это влюбить в профессию. Такое творческое, очень душевное мероприятие. Вот, на мой взгляд, самое такое для меня приятное. Нужно влюбить в профессию, фокус-группу школьников, работодателей, родителей, чтобы они пошли вот на то направление, которое ты представляешь. И что вы почувствовали, когда узнали вот о своей победе? Вот про это расскажите. Ну, первое, что я почувствовал, это, конечно же, радость от того, что у меня получилось представить Ямал на достойно высоком уровне. Ну и второе — это гордость и чувство ответственности. Потому что действительно, когда за твоими плечами такой огромный регион, ну, нельзя ударить в грязь лицом. Вот вы когда проходили этап прохождения вот конкурса, да, вот этот, с чем вы выходили? С какой вот программой, проектом или как это у вас проходило? Ну, если говорить про открытый урок, то он у меня был посвящен разработке такой туристской программы, экскурсионного маршрута по запросу грантовой комиссии. То есть мы взяли уже готовый маршрут восхождения на ледник романтиков и адаптировали его под новые требования, новые возможности, добавляли такие уникальные идентификаторы, которые позволяют выделяться среди других похожих маршрутов. А как было у вас до? Если вы улучшили, получается, этот маршрут, как было тогда до? Да, тоже очень хорошо. Но на самом деле здесь была задача показать, что как креативное мышление каждого из нас работает и как его можно проявлять в формате грантовых заявок. Вот вы как по направлению туризма, расскажите, пожалуйста, топ-5 мест, где можно вот посетить в вашем регионе, куда можно съездить. Да их намного больше. Большой регион, на самом деле, очень большая, сильная культура местных народов, коренных малочисленных народов севера, хантов, ненцев, селькупов. Первое вот для путешественников — это, конечно же, город Салехард, Новый Уренгой. Это такие исторические, вот, если говорить отдельно про Салехард, исторический центр, 430 лет ему. Раньше его назвали Абдорск. Второй — это Новый Уренгой, это сердце газовой добычи России. А если говорить про культурные, такие природные объекты, это, конечно же, ледник романтиков. Это ледяное озеро в горах. Представляете, там
можно посерфить среди вековых льдин на серфе. Это уникальное место. А зимой? Зимой это поездки к коневодам. Они, на самом деле, не так далеко находятся от города, буквально 2-3 часа, и ты находишься в абсолютно другом каком-то пространстве, месте. Огромная энергия там скоплена. Это вековые традиции коренных и малочисленных народов. Это олени, тысячи оленей. То есть у вас есть уже туристические маршруты? Конечно. То есть уже люди пользуются, приобретают? Да, мы развиваем сейчас туризм. Вот у меня, как у представителя Ямала, есть такая своя личная цель, которая прикликается с задачами региона. Это стать эталоном российского гостеприимства. А как они сами относятся к к такой популярности своей работе? Ну, От местных, от других, например? Ну, местные очень добрые люди, приветливые. Но знаете, как везде на севере у нас развита гостеприимность. То есть если у нас туристы приезжают в гости к оленеводам, оленеводы с радостью их принимают, рассказывают. Ну, понимаете, это культурный обмен. Это очень здорово. Давайте вернемся к конкурсу. Как вы думаете, что вот дает участие в такого рода конкурсах педагогического работникам? Мгм. Ну, вот конкурсы педагогической направленности — это не всегда просто соревнования. Конечно же, есть какая-то часть соперничества, но это такая дружная система педагогических работников, где каждый работает на результат, на развитие всей системы в целом. И вот конкурсы — это в первую очередь обмен опытом, потому что туда приезжают люди с горящими глазами, с интересными идеями, и действительно можно опыт перенимать у других. Ну и, конечно же, это новые знакомства, общение. Вот. И сейчас я могу уверенно сказать, что в каждом регионе нашей страны у меня есть друзья, знакомые, коллеги, которые понимают тебя с полуслова. Вот расскажите про ваши пожелания молодым педагогам. Ну вот первое — это, конечно же, найти свою команду, потому что один в поле не воин, как говорится. Если будете участвовать в конкурсах, я настоятельно вас прошу участвовать, потому что действительно это очень важная часть нашей педагогической деятельности. Будьте собой, не бойтесь, идите только вперед, ставьте амбициозные цели, и я уверен, вы их всегда достигнете. Ну, еще и бонусы обязательно. Это всегда прекрасные Да. перспективы. Спасибо, Михаил Константинович, что сегодня к нам приехали. Надеюсь, вам понравится наш регион, наша необъятная Якутия. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи. Всего доброго.